Добрый день, дорогие слушатели. Мы с Усланом Джусоевым в очередной раз записываем подкаст, и в этот раз мы будем говорить о одном из самых тяжелейших поражений остинского народа, которое обернулось для нас геноцидом. Суслан, это ты такую тему предложил, именно говоря о поражении. Почему, на твой взгляд, нам необходимо осмыслить это поражение? Добрый день, Алик. Я понимаю, что геноцид как поражение – это не самый популярный контекст рассмотрения геноцида, но я думаю, что нам было бы полезно рассмотреть события 2020 года и в этом контексте просто для того, чтобы попытаться сформулировать какие-то актуальные практические выводы из происшедшего и как-то отрефлексировать исторический опыт. Горький исторический опыт, но это все же опыт. И я предложил эту тему почему? Сам я тоже, признаюсь честно, никогда о геноциде до недавнего времени в таком контексте не думал, потому что это всеобъемлющая трагедия. Для нас это трагедия наших семей, трагедия нашего государства. Но лет 5 назад в научно-исследовательском институте государства Алания проходила конференция по геноциду. И среди спикеров был Нафи Джусойта, и вот Нафи тогда там высказал эту мысль, которая меня очень сильно тогда заинтересовала. Он сказал буквально следующее, что геноцид – это, конечно, великая трагедия, но ровно в той же степени геноцид всегда является для претерпевшего его народа и поражением. И я думаю, что это будет полезно. Давай тогда, вот я сейчас объясню какие-то детали, ты меня поправишь, я прав или нет. Этот геноцид стал возможен в результате того, что южно-осетинская сторона объявила о создании Советской Республики на территории Южной Осетии. Причем это делалось с подачи людей из Москвы, чтобы оттянуть грузинские войска от границы с Азербайджаном, в котором как раз шло формирование большевистской власти. Поправлю сразу, Алик, не согласен. Почему? Нужно зафиксировать, прежде чем мы начнем вообще вот эту тему обсуждать, нужно зафиксировать один простой факт, что всю ответственность за геноцид остинского народа, 100% ответственность несет Грузинская Демократическая Республика, правопреемницей которой является современная Грузия. Эту ответственность несет грузинское государство исключительно. Что касается второго твоего тезиса, то я думаю, что в процессе разговора мы к этому придем и раскроем его. Тоже я тут не совсем согласен. Именно грузинские большевики играли инструментальную роль в этом геноциде. И тут иногда бывает очень сложно отделить российских большевиков от грузинских большевиков. Это мы сейчас постфактум можем так рассуждать. Но мы же прекрасно знаем и понимаем, что в тот период именно эта грузинская фракция в составе Российской коммунистической партии, она была очень влиятельной. Поэтому тут отделить одно от второго уже часто невозможно. Да, давай тогда начнем с событий. Смотри, Алик, вы записывали подкасты про геноцид, и я не хочу по фактологии повторяться. Да? Давай именно рассмотрим образ действий и ход мыслей людей с осетинской стороны Южно-Осетинского ревкома, которые принимали те или иные решения. Тут первая дата, которую нам нужно сказать, это 23 марта 1920 года, когда Кавказский краевой комитет партии большевиков, он, во-первых, и ревком был создан постановлением этого комитета, и он приказал ревкому провозгласить советскую власть. До того, в 1919 году в Южной Осетии уже были волнения, потому что и тогда пытались, скажем так, самоопределиться. Южная Осетия не хотела входить в состав Грузинской Демократической Республики, она хотела объединиться с Северной Осетией и в качестве единой федеративной единицы войти в состав российского государства. И тогда тоже были волнения, и всегда, расчет был на то, что мы начнем что-то делать, мы добьемся каких-то успехов, и трудовой народ Грузии, грузинские большевики нас поддержат. В 1919 году этого не произошло. Соответственно, когда поступил такой приказ от Кавказского краевого комитета, то люди с осетинской стороны, уже наученные горьким опытом, стали, что называется, думать,
как быть. И то, что мы знаем документально, в том числе из дневника выдающегося нашего писателя Чермена Бегизова, впоследствии репрессированного, тогда он был совсем молодым человеком, ему было около 20 лет. 5 мая недалеко от селения Сыба, это Урстуал, произошло такое собрание осетинских деятелей, и там, судя по их воспоминаниям, было решено никаких действий не предпринимать. То есть они посчитали, что это или провокация, или же предложение, которое не будет никакого продолжения, кроме просто предложения. Да, потому что, вот, как я и говорил ранее, уже были прецеденты, так скажем, и, очевидно, люди не видели перспективы. А 6 мая вот уже в селении Рук произошло заседание Ревкома. Ревком состоял из 5 человек. Ревком — это революционный комитет, это и было политическое руководство Южной Осетии на тот период. Но на этом заседании присутствовали только 2 из них — Александр Джатьев и Никола Гадиев. Остальных 3 не было. И помимо них из Тбилиси прибыли в Рук эмиссары Кавказского краевого комитета партии большевиков Гайоз Девдаряни и Каламитон Мацанелидзе. Вот эти 2 человека сыграли в последующих событиях очень трагическую и, к сожалению, важную роль. То есть они продавили остинскую сторону на объявление о том, что будет создана Советская Республика. Да, судя по всему, там шло очень серьезное давление на самого Джатьева, и Мацанелидзе и Девдаряни вот это решение именно пролоббировали. Соответственно, Джатьев, прошу прощения, им подчинился в тот момент. И если смотреть вот это постановление Ревкома о провозглашении советской власти, которое произошло 2 дня спустя, то там прямо написано, что Ревком Южной Осетии провозглашает советскую власть вот на обозначенной территории, подчиняясь приказу Кавказского краевого комитета партии большевиков. А как отреагировал, понятно, Гадиев и Джатьев приняли это решение, продавили, а как остальные участники Ревкома отреагировали на это решение? Об этом мы точно ничего сказать не можем, Олег. У нас не сохранилось их воспоминаний или их слов об этом событии. Но дело в том, что 7 мая 1920 года, за день до провозглашения советской власти в Южной Осетии, Грузинская Демократическая Республика и Советская Россия подписали мирный договор. Был подписан мирный договор. И это все равно не остановило остинскую сторону? Это все равно не остановило ни Кавказский краевой комитет большевиков, ни Революционный комитет Южной Осетии. Хотя, допустим, Мате Санакоев, о котором мы еще позже поговорим, он в своих воспоминаниях прямо говорил, что вот после этого договора между Грузией и Советской Россией никакие революционные действия на территории Южной Осетии уже были невозможными. То есть они были невозможны, они не могли увенчаться успехом, потому что этот договор, он означал, скажем так, невмешательство во внутренние дела друг друга, прежде всего. И поскольку статус Южной Осетии он был не определен, то в случае каких-то революционных выступлений, в случае восстания рассчитывать на помощь из Советской России не приходилось, наверное, и Мате Санакоев это прекрасно понимал. Думаю, не он один. То есть мы вот в самом начале уже подошли к пониманию того, что это абсолютно бессмысленная авантюра была. В какой-то мере получается, что так. Дело в том, что даже вот провозглашение советской власти еще не предопределило последующие события. 28 мая во Владикавказе проходила 2-я конференция Южно-Осетинского краевого комитета. И вот здесь тогда решался вопрос о военном выступлении, которое возглавил Мате Санакоев. И вообще вот воспоминания участников гражданской войны, они в Цхинвале издавались. Было 2 книги, обе, я рекомендую людям, которые интересуются тематикой, одна на осетинском языке, одна на русском. Воспоминания участников 2 революций гражданской войны.
Книги, конечно, выхолощены на самом деле. Видно, что отцензурированы. Часто вот в воспоминаниях тех или иных деятелей практически ничего нет. Но, тем не менее, там можно найти какие-то вот жемчужины, которые проливают свет на события. И, в частности, Мате Санакоев, он там пишет, по крайней мере, в осетинском тексте это есть, что он выступил решительно против военного выступления в силу причин, о которых вот я говорил ранее. И поскольку Джатьев, Гадев и прочие на него наседали, то он, будучи, во-первых, человеком военным, во-вторых, человеком достаточно умным, он пошел вот на такую, можно сказать, уловку. Он у них потребовал письменного приказа. Сказал: ну хорошо, если вот вы берете на себя такую ответственность, дайте мне письменный приказ, и мы тогда выступим. И по его словам, приказ этот был ему дан. Он получил бумагу за подписью Лады Санакоева. Ну, естественно, эта бумага тоже пропала. Следов ее нигде нет. Подожди, под подписью кого она была? Санакоева. Тоже, да. По-моему, Санакоева. Либо, я вот боюсь, что называется, обмануть наших слушателей, либо она хранилась у Санакоева, он упоминает имя Санакоева. Но дело не в этом. Главное то, что приказ этот потом, что называется, исчез, да, испарился. Был он, не был, мы не знаем, хотя оснований не доверять хотя бы одному слову Мате Санакоева по тем событиям у нас нет. Сослан, я вот вспоминая конкурс, который был проведен в Южной Осетии, где говорилось о как раз тех событиях, там, насколько я знаю, ты зачитывал сочинение молодого парня, в котором говорилось, осуждались слова Джатиева по поводу того, что ну будь что будет. Вот в какой момент эти слова вообще были сказаны Джатиевым? Ну, судя по всему, они и были сказаны 28 мая, когда вот после жарких, долгих споров все-таки решение о выступлении было принято. И по ряду источников Джатиев сказал, что впереди неизвестность, ну вот будь что будет. И вот молодой человек, который писал это сочинение, учащийся, сколько помню, 10 класса 5-й школы города Героя Цхинвал, вот он как раз выразил свое личное отношение, с которым я вполне согласился. Он написал, что для политического руководителя, для политика, вот слова «будь что будет» в период, когда решается будущее твоего народа, республики, вот этой административно-территориальной единицы, они безответственны, если не сказать преступные. Вот он назвал их даже преступными. И опять же, тут нужно понимать, что мы-то знаем, чем все закончилось. Да? Мы рассматриваем эти события в такой ретроспективе. Джатиев этого тогда не знал, но в той или иной степени он, конечно, как руководитель тогда Южной Осетии, он был обязан знать. Но он несет ответственность. Хотя в нашем сознании все равно фамилия Джатиев ассоциируется с нечем таким геройским, скорее. К нему нет такого негатива какого-то. Нет, и у меня к нему нет никакого негатива, потому что вот своей последующей работой во благо Осетии, Джатиев и прочие члены Ревкома, они показали и уровень своего мышления. Они извлекли уроки из происшедшего явно. И тот культурный национальный расцвет, который произошел в Южной Осетии в конце 20-х, начале 30-х годов, когда были созданы практически все институты культурные, университет, научно-исследовательский институт, ансамбль, и так далее и тому подобное. Это же все благодаря этим людям произошло. Да, но 5000 прямых жертв и 50 тысяч. Понимаю, что это не они убивали этих людей, но своими действиями. Давай тогда вот приведем такое расхожее выражение, очень правильное, что это иллюстрация того, что благими намерениями выслана дорога в ад, во-первых. Но главное, это иллюстрация того, что политик, тем более политик такого уровня, наделенный такой ответственностью, он должен быть крайне рациональным, если не сказать немного циничным. Вот Джатиеву в тот момент и другим его соратникам этого, наверное, не хватило. Хорошо. Было принято начинать вооруженное выступление. Вообще, учитывая, что мы сейчас чуть-чуть за эти 15 минут обсудили, у этого вооруженного выступления были хотя бы какие-то шансы закончиться чем-то благоприятным? Были. Я опять же тут сошлюсь на Мате Санакоева, но прежде я хочу сказать, что чтобы вот оценить вот эту ловушку, в которую тогда попал Юг Осетии,
7 мая, как я сказал, Грузия, скажем так, обезопасила себя со стороны вот российских большевиков. В конце мая был заключен мирный договор, было перемирие уже с советским Азербайджаном, с которым у Грузии тоже был военный конфликт. Об этом пишет тогдашний командующий грузинскими войсками генерал Квинитадзе. Его воспоминания вышли в прошлом году в паблике Берзевшек. Пользуясь случаем, передаем привет и паблику, и его создателю Аслану Кудзаеву. Спасибо за его труд большое. И Квинитадзе там пишет, что его очень сильно беспокоил вот этот Восточный фронт, как он говорит. И он в любом случае, так или иначе, он армейские части оттуда не снял, потому что в Азербайджане тогда было известно вот это Генджинское восстание. Но, несмотря на это, Квинитадзе, он видел и понимал, что вот у большевиков в Азербайджане у них вполне хватает сил для того, чтобы, скажем так, расправиться и с восставшими, и чтобы продолжать воевать с Грузией. Но в конечном итоге вот перемирие, которое большевики заключили с грузинами уже со стороны Азербайджана, оно дало Квинитадзе возможность снять с фронта 6 гвардейских батальонов с артиллерией. Вот эти 6 гвардейских батальонов во главе с Джугели, они, собственно, вот оттуда и пришли в Южную Осетию. То есть получилось так, что с обеих сторон, и со стороны России, и со стороны Азербайджана, большевики, скажем так, Грузии выписали некий такой карт-бланш, и у них была возможность вот устроить в Южной Осетии то, что они устроили. Тогда вопрос, в чем моя интерпретация некорректна, что большевики, я не буду делить на азербайджанских или российских, намеренно спровоцировали Астин на объявление Советской Республики, чтобы оттянуть грузинские войска от границы с Азербайджаном. Ну, ты сейчас просто сказал это более корректно. Вот если брать партию большевиков в общем, то, конечно, так оно и было. Более того, ну, я как, скажем так, я любитель-историк, то есть я вот человек, который изучал вот эти документы как осетин и как человек, который хочет как-то отрефлексировать этот опыт. Ну и плюс мне это было и в профессиональном плане интересно. Я могу сказать, что, по крайней мере, руководители Кавказского краевого комитета большевиков, значит, член Реввоенсовета Кавказского фронта товарищ Орджоникидзе и прочие, они прекрасно все знали, прекрасно все понимали. Джатьев, да, не знал, Гадиев не знал, Санакоев, Гаглоев, Абаев, они не знали, их в известность не поставили. Но вот эти люди, грузинские большевики, и, наверное, там часть какая-то российских большевиков, они, конечно, все это прекрасно понимали, и они разыграли такую простую двухходовку. Ну, в которой Астины были разменной монетой. Да, по большому счету так и получилось. И возвращаясь к твоему вопросу, был ли какой-то шанс на успех, вот Мате Санакоев, он как раз вот этот шанс и описывает. Он руководил Южно-Осетинской бригадой, и первоначально они достигли больших успехов, то есть они до Цхинвала дошли очень быстро, но Мате понимал, что это все временно, что возможности сопротивляться прибывающим грузинским гвардейцам у них нет физически, просто не было даже оружия нормального, потому что помощи им большевики оружием даже не оказали. Это тоже надо подчеркнуть и понимать. И он хотел, говоря коротко, перенести войну на территорию Грузии, что было единственно правильным решением, потому что вот Южная Осетия, если смотреть на карту, она вот таким клином она врезается в территорию Грузии, и вот с наших южных границ уже рукой подать и до Закавказской железной дороги, и, собственно говоря, до магистрали, которая связывает Грузию вот по направлению запад-восток. И Мате, он хотел как раз нанести удар по Закавказской железной дороге, вот перерезать сообщение между двумя частями Грузии, установить связь с Владикавказом и потом уже как бы заняться и выступлением в сторону населенного пункта Они через Кударское ущелье. Но этот план, он не вписывался, значит, в план грузинских большевиков. Изначальный план, он не вписывался в план Кавказского краевого комитета. И вот эти мысли Мате, он об этом прямо пишет, вызвали такую панику, что у него потребовали письменные расписки, что он дальше Цхинвала не двинется.
И мне вот трудно просто представить, что он чувствовал, потому что он там понимал, чем все закончится, как военный человек. Мгм. Он был ветераном Первой мировой войны, он прекрасно в военном деле разбирался. И вот они сидели в Цхинвале и ждали неминуемого конца. По сути дела, вот так и получилось. Но сопротивлялись они, конечно, героически до самого конца, и благодаря действиям Южно-Осетинской бригады, благодаря Мате Санакову, удалось спасти очень много людей. Какой-то страшный фатализм. Ты сидишь в Цхинвале, ты знаешь, что сейчас будут убивать твое мирное население, и ты продолжаешь слушать революционный комитет большевиков. Да, потому что это был военный человек, он был человек дисциплинированный, у него было политическое руководство, и он выполнял приказы, и к его чести нужно сказать, что Мате Санакоев — это редкий пример, наверное, политика, который... Он не был политиком, но вообще редкий пример человека, который никогда не старался избежать ответственности, и он даже брал на себя ответственность за какие-то эпизоды, в которых он не был прямо виноват. И он вот впоследствии пишет, что да, вот Джатиев и другие дали мне приказ не двигаться дальше. Ну вот я был неправ, нужно было все-таки Двинуться. Да, потому что я вот считаю, что и сейчас считаю неправильным этот приказ, и тогда его считал неправильным, надо было действовать. Но вот обстоятельства были такими, что он не мог этого сделать. То есть опять остины верили каким-то большим дядям из разных краевых советов, но при этом отказывались слушать даже самих себя, свой внутренний голос и банальную логику. Ну, получается так. И дело, знаешь, в чем? Вот если смотреть дневник Чермена Бегизова, то, повторяю, он был не политиком, он был начинающим тогда писателем, 20 лет от роду, и он, конечно, не был там каким-то суперинформированным человеком. Но даже он в своем дневнике пишет, что вот мы выступаем, а зачем мы выступаем? Вот в прошлом году выступили и поддержки не получили. Может быть, нам стоит воздержаться и подождать, пока вот уже грузинское крестьянство, грузинские рабочие что-то сделают, и мы потом к ним присоединимся, потому что сейчас-то у нас гарантий нет, что наше восстание будет поддержано. То есть, если это понимал Чермен Бегизов, я думаю, это многие люди понимали. Смотри, то есть мало того, что большевики использовали осетин как разменную монету, они дальше украли у осетин последний шанс избежать большой трагедии. Я правильно тебя понимаю? Ну да, так выходит. И я больше того скажу, когда вот эта трагедия стала разворачиваться, то естественно, вот не нужно тоже считать там Джатиева, Гадиева и других членов нашего ревкома там прям какими-то наивными мальчиками. Они какие-то гарантии наверняка получили на каком-то уровне. Но когда они после начала геноцида пытались к этим гарантиям апеллировать, когда они писали там в Кавказский краевой комитет, они писали в Москву, то никакой помощи они не дождались. То есть из Москвы, конечно, пришла нота наркома иностранных дел Чичерина, и лично Ленин там требовал, чтобы прекратите там убивать людей. Понятно, что Ленин, это был другой уровень, и он, конечно, в этом всем никакого участия не принимал. Это было вот на уровне кавказском. Но либо гарантии были устными, либо людей просто обманули. Что тот сценарий, что другой, от него от каждого не легче. Да, и я вот тут еще хочу какой пример привести. После заключения мирного договора между Россией и Грузией полпредом России в Грузии был назначен Сергей Миронович Киров. Человек, именем которого названа одна из центральных улиц Владикавказа. Его именем назван крупный поселок в Кударском ущелье, так и называется Киров. Рядом с Квайсой, который находится. Да, на подъезде к Квайсе. Тоже, пользуясь случаем, передаем привет. Всем квайсинцам, да. Кударскому ущелью отдельный привет. И Сергей Миронович Киров в переписке с министром иностранных дел Грузии Гигичкори вот по этому вопросу, он вообще написал очень удивительную и показательную фразу. Это было в июле, что мы, вот партия большевиков, мы вообще не знаем никакого революционного комитета Южной Осетии. Кто эти люди, мы никого не уполномачивали. То есть вот Киров на своем уровне, он вообще от этого отрекся полностью. То есть он сделал вид, что нет никакого ревкома, а если он есть, то это какие-то там люди со стороны, и мы их ни о чем не просили, мы тут ни при чем. Нет ревкома, нет осетин, делайте, что хотите. Ну да, зато есть улица Кирова в Владикавказе, поселок Киров в Южной Осетии.
Давай вспомним про другого грузинского деятеля. Как я понимаю, во Владикавказе тогда сел Орджоникидзе. Орджоникидзе был членом Реввоенсовета тогда, да, Да. Кавказского фронта. Вот действия Орджоникидзе в этот момент какие были? О действиях Орджоникидзе мы ничего прям конкретного сказать не можем. Единственное, что можно сказать, вот непосредственно до этих событий в Цхинвале были арестованы 500 грузинских гвардейцев. И, видимо, потому что там не было места для содержания такого большого количества людей, наверное, их и кормить там чем-то надо было, и их выслали сюда, во Владикавказ, и они здесь были под заключением. И вот, судя по ряду источников, Орджоникидзе, он был как раз одним из людей, которые прямо поспособствовали освобождению этих гвардейцев, их отправке в Грузию, и потом они, соответственно, оказались опять под руководством Валико Джугели в Южной Осетии. То есть остинская сторона арестовывает 500 гвардейцев, отправляет их во Владикавказ, а их обратно отправляют на фронт, чтобы они участвовали в массовой резне и убивали остин. Да, Олег, вот что нужно понимать, вот то, о чем мы сейчас говорим, это не какие-то наши интерпретации. Интерпретации будут, наверное, после. Это факты. Вот мы излагаем факты, и я думаю, что наши слушатели, они могут и сами какие-то выводы из этого сделать. Вот Орджоникидзе сделал то, что он сделал, Киров сделал то, что он сделал, и вот с нашей стороны люди сделали то, что они сделали. У меня, знаешь, такое ощущение, что вот в этой всей истории Остин — это как вот человек, у которого лишили дееспособности и не дают ему принимать никаких решений. Смотри, Олег, вот эта история, она является иллюстрацией одного из таких базовых тезисов стратегического менеджмента. Я думаю, что студенты по направлению менеджмента не проходят это в институтах, но вот везде, там в книгах по военной, по политической стратегии пишется, что если у вас нет своей стратегии, то вы обязательно будете жить по чужой. Вот если брать геноцид и в качестве субъектов-акторов брать российских большевиков, грузинских большевиков и остинских, тоже большевиков, то стратегия была только у двух игроков. Она была у российских большевиков, она была у грузинских большевиков. У нас ее не было, и мы, соответственно, были включены в стратегию игроков с более ощутимыми ресурсами, которые думали немного дальше, чем мы. Революционный комитет кавказский, он не напоминает забойного козла, которого, знаешь, впускают в стадо, чтобы он стадо успокоил, а потом это стадо ведут на убой, а козел дальше опять занимает роль в новом стаде. Резкое выражение, Олег, резкое выражение. Вот это было бы так, я бы с тобой согласился, если бы тот же Джатиев и прочие, они бы заранее знали. Может быть, там в твоих глазах, в глазах слушателей наших это не снимает с них ответственности, но вот если бы они знали, чем все закончится, и вот намеренно повели людей на гибель, то я бы с тобой согласился, но этого не было. Я даже не про них говорю, я говорю про революционный комитет грузин. Кавказский? Кавказский, да. Кавказский, конечно. Который отдавал этот приказ. Конечно. Приказ был отдан ими, и я же говорю, у них была своя стратегия. Да, вот понятно, что она обернулась для нас геноцидом, но нам нужно немного на это смотреть, скажем так, с такого политического, стратегического ракурса. Вот они действовали в своих национальных интересах, как они их понимали. А Остин играли в большевиков. Мы играли в большевиков, но не то, что играли, в итоге вот действия нашего политического руководства, они не соответствовали нашим национальным интересам, и, видимо, и национальные интересы не были вот настолько явно ими осмыслены и артикулированы на тот момент. Позже, конечно, это понимание пришло. Тогда возвращаясь обратно к истории. Мате, Джатиев и остальные, Гадиев, они сидят в Цхинвале, ожидают неименуемого ответа со стороны Грузии. Грузинские войска наступают, и начинается там планомерное уничтожение остинского населения. Мате Санакоев, или Мате Санакоев, Джатиев, Гадиев, все они сидят в Цхинвале и ожидают неименуемого конца фактически. Они ожидали не неименуемого конца, они ожидали помощи. Они ожидали какого-то восстания на территории Грузии, которое позволит масштабировать вот это остинское выступление и вот добиться
искомой цели. Когда они его не дождались, тогда уже, что называется, было поздно. Ну, поздно. Дальше что? Были ли предприняты какие-то попытки спасти население? Конечно, попытки были приняты титанические. То есть, они сделали все возможное, чтобы спасти как можно большее количество жизней. Тот же Мате Санакоев, у них, по-моему, было всего-то 2 пулемета. И вот он описывает, что они воевали просто до самого конца. То есть Мате отходил, вот прикрывая беженцев, до Рука, до перевала. И, значит, он ушел из Южной Осетии, только вот расстреляв последние патроны, разобрав пулемет, когда он убедился, что вот последний человек, которого он мог спасти, перешел на север, вот тогда он тоже ушел. То есть в той ситуации они, конечно, уже действовали по обстоятельствам и пытались спасти столько людей, сколько это было возможно. А тех, кого они не смогли спасти? Тех, кого не смогли спасти, тут чего говорить, Алик. Мы поэтому и называем вот события 2020 года геноцидом. То есть это там даже не этническая чистка, это геноцид, это была полноценнейшая катастрофа. Кстати, ты как-то в разговоре со мной говорил, что сам Джугели, он был в шоке от жестокости грузин. Не Джугели, Квинитадзе. Квинитадзе, да. Квинитадзе, он был генералом, он еще был генералом в Российской императорской армии, и вот он говорил, что бесчинства гвардейцев в Южной Осетии, они произвели на него неизгладимое впечатление, и что самое интересное, об этом даже еще и писалось где-то вот на просторах нашего интернета, Уснета. Он Джугели приводил в пример как более-менее гуманного человека. То есть мы должны просто представить масштаб насилия и жестокости со стороны грузин в Южной Осетии в 2020 году, если Джугели, который наслаждался видом горящих осетинских сел, который говорил, что осетинские деревни горят, и моя социалистическая совесть спокойно. Вот если он был условным гуманистом в глазах Квинитадзе, то тогда что делали остальные? В том числе и те 500 гвардейцев, которых отпустил. Мы же не знаем их имен. 500 гвардейцев, 6 батальонов, которые были сняты с Азербайджанского фронта. То есть там был полноценный геноцид, и они не жалели, не щадили никого. Я еще, к счастью, застал людей, которые непосредственно помнили события геноцида, и то, что они рассказывали, это просто страшно. Я просто скажу, это убийство женщин, закалывание их, это заживо сожженные люди, это закапывание людей живыми, в том числе и малых детей, то есть... они не щадили никого, и плюс, понимаешь, в чем дело, Алик? Там шла полноценная зачистка территории от всякого осетинского присутствия, не только физического. Уничтожалось вообще все. Дома, там памятники, кладбища. Уничтожалось практически все, потому что они потом туда хотели заселить грузин из каких-то внутренних районов Грузии. Там была специальная переселенческая комиссия для этого создана, которая даже соответствующий документ составила. И цель была именно в том, чтобы превратить Южную Осетию в то, как они ее называют, не знаю, как это по-грузински. Шида Картли. Там какая-то Картли, не знаю. И для этого они сделали все возможное. Просто все возможное, но тем не менее, скажем так, осетинский народ, он отличается очень такой большой силой, волей к жизни, и мы эту трагедию не просто пережили, но к удивлению грузин, там уже через 10 лет после этого, после такого тотального уничтожения, они, думаю, с изумлением смотрели, что у осетин там в Цхинвале появился институт, появился там научно-исследовательский институт, ансамбль появился, идет какое-то культурное развитие. То есть как-то очень быстро мы все это Суслан, такой вопрос. Я часто от старшего поколения слышу такие попытки снять ответственность с грузинского народа, в данном смысле, с грузинского государства. Они говорят, что это делали грузинские меньшевики, грузинские большевики ни при чем.
Во-первых, ты сейчас процитировал, что слова Джугели, который совесть этого ублюдка была чиста, социалистическая совесть, да? Когда он видел горящие остинские села, то есть он тоже был коммунистом, социалистом и леваком. Это раз. А во-вторых, мы же понимаем, что грузинские большевики и меньшевики между собой общались, и я не исключаю, что Орджоникидзе координировал действия с меньшевиками. Возможно, Олег. Что касается вот этого дискурса про меньшевиков-большевиков, то, я думаю, тут серьезно даже говорить не о чем. Вот один вопрос, который просто вот уничтожает эту гипотезу. На территории Южной Осетии и тогда, равно как и сейчас, жило грузинское население. Почему не тронули их? Если они убивали не по национальному признаку, а убивали большевиков, то почему они не тронули грузинское население? Почему они убивали только осетин? Ну, возможно, они до этого там провели какую-то партийную перепись и решили, что 100% осетинского населения Южной Осетии принадлежит к большевикам. Да, но это вот такая горькая шутка. Там никакого вот этого партийного момента не было. Там было уничтожение по национальному признаку. То есть ничего кроме. Пока осетины верили в коммунизм и игрались в него, грузины играли в свою национальную идею. Грузины живут, не грузины умирают. Ну, получается так. У грузин уже к тому времени было государство, вот это Грузинская Демократическая Республика, и они свою политику строили несколько на иных началах. У нас в Южной Осетии тогда ситуация была зыбкая, у нас не было каких-то вот таких устойчивых политических институтов, не было государства, и вот в итоге это привело к тому, к чему это привело. Сослан, тогда вот чуть-чуть опять на 10 лет вперед отойдем. Джатиев, Санакоев и остальные, они выжили. В этой трагедии они не стали жертвами. Они выжили. И я поэтому большую ответственность на них возлагаю, потому что, может, они защищали до конца, но не своими жизнями. Они ушли живыми. Другой вопрос. Что с ними потом произошло? Как, когда уже большевики победили на территории Грузии, как они поступили с ребятами из Остинского ревкома? Ребятами к тому времени уже не были. На самом деле там и Джатиев, и другие. Это были уже в 30-х годах люди довольно-таки маститые, с очень серьезными связями, в том числе там и в Центральном комитете. И эти люди, и Джатиев, и Гадиев, и Гаглоев, и Санакоев, Абаев, они так или иначе вели дело и проводили политику объединения Осетии. То есть они хотели этого тогда, и они пытались это осуществить вот и в 30-х годах. То есть вот эта линия на объединение, она для нашего национального движения, мы об этом и в прошлый раз говорили, она основополагающая. Они пытались вот это сделать. В 1936 году, как мы помним, была принята новая конституция, так называемая Сталинская конституция, которая на бумаге даровала народам Советского Союза какие-то невиданные, неслыханные свободы, а на деле она стала основой для террора, для репрессий. То есть на бумаге все было хорошо, а на деле было то, что было в тоталитарном государстве, в котором жизнь человека в тот момент она ничего не значила. И в 1937 году, в 1937-1938 годах все эти люди, вот все, без исключения, все люди, которые тогда были в Ревкоме, которые так или иначе владели какой-то информацией по этим событиям, они были репрессированы поголовно. Не осталось никого. 100%. Причем Джатиев каким-то непонятным для меня образом он избежал расстрела, ему дали срок. Он уже умер, или был убит, я не знаю, в лагере. То есть их или расстреливали, или отправляли в ГУЛАГ? Да, причем вот я отдельно хочу отметить вот Сергей Гаглоев, который тоже был тогда в Ревкоме, он на тот момент занимал какой-то высокий пост в Тбилиси, что-то связанное было с тяжелой промышленностью. И вот если смотреть сталинские списки, это открытая информация вот по расстрельным делам, то в деле Сергея Гаглоева написано, что он так и не сознался в своей вине. То есть я думаю, это много говорит о человеке, в каком плане. Мы можем себе только представить, как их пытали. Но вот все равно он
Его расстреляли, конфисковали имущество, но Сергей Гаглоев не признался. А так, вот весь этот круг, все руководство, политическое, военное руководство того Южно-Осетинского восстания 2020 года, оно было репрессировано подчистую. А на твой взгляд, связано это ли с тем, что они могли много чего знать о тех событиях? Естественно, это связано с этим, конечно, и это связано также и с тем, что вот в масштабах этого большого террора, который проходил по всей советской стране, Грузия устроила террор в отношении национальных меньшинств вот в рамках Грузинской республики. Это то, о чем писали вот немецкие ученые в известном проекте, и они обрушились и на осетин, и на Абхаз. Да, и репрессировали всех. Более того, я тебе скажу, это уже со слов нашего историка Руслана Сулеймановича Бзарова, который приезжал в город-герой Цхинвал на одно из мероприятий по геноциду. Он занимался этой темой, он собрал документы, которые были доступны. Ты наверняка знаешь эту брошюрку белого цвета. Да, знаю. Вот это труд Руслана Сулеймановича. И он говорил, что вот работая в архивах, изучая архивы, он не мог отделаться от впечатления, что они были так или иначе подчищены, так скажем. То есть какие-то вот моменты, документы, которые касались геноцида 2020 года, они просто исчезли. Еще такой момент. В 2020 году в отношении осетин грузины проводят масштабную чистку. Их убивают, выселяют. А дальше Советский Союз в лице товарища там, Ленина и Сталина, ну, наверное, больше Сталина, опять включает Южную Осетию в состав Грузии, чтобы в 1937 году зачистить весь культурный пласт осетинского населения и всех тех, кто принимал тогда участие в тех событиях. То есть тут вот такое ощущение, какая-то безнадега. Осетин опять убивают, осетины пытаются что-то сделать, их опять обратно возвращают к грузинам, грузины опять их убивают. Ну, какая-то, знаешь, такая постоянная бессмысленная жертва. Ну, смотри, ты очень интересным образом вот свой тезис сформулировал. Да, Южная Осетия, она была включена в состав Грузии на правах автономной области, несмотря на то, что пытались тогда все-таки Осетию объединить и стать федеративной частью российской части Советского Союза, так скажем. С северо-осетинской стороны этим сильно занимался Симон Такоев, тоже, я думаю, один из наших выдающихся политических деятелей того периода, но не получилось, потому что воспрепятствовал этому товарищ Джугашвили, лично которого многие наши соотечественники до сих пор считают каким-то мега-осетином, но он тогда настаивал на том, что Осетия может объединиться только если она потом будет включена в состав Грузии. Такой план существовал даже. Документально зафиксирован, это можно посмотреть в открытом доступе, эти документы есть. Они включили в состав Грузии, да, вот на тот момент баланс, всякая граница, Жалик, это вот баланс сил на данный момент, баланс сил и ресурсов. Вот на тот момент баланс сил между Осетией и Грузией был таков, что они смогли Южную Осетию включить в состав Грузии. Конечно, тогда еще никто там не думал там о терроре, о том, что будет. Вот тогда расклады, расстановка была вот такой. Слушай, до 20-х годов тоже никто не думал, какой будет расклад. Это террор происходит, потом осетины опять не думали, что будет происходить, террор происходит. Не хватило ресурса, Алик, потому что я же говорю и повторяю в очередной раз, что и со стороны Южной Осетии, со стороны Северной Осетии на уровне вот политических элит было четкое, ясное понимание, нам надо объединиться, и нам надо в качестве единой федеративной единицы стать частью России. Они не хотели в состав Грузии, но потом, когда вот уже ситуация стала неизбежной, то они попытались из нее довольно-таки правильно выжать максимум того, что из нее можно было выжать, в том числе и в плане там каких-то границ. По границам Южной Осетии, кстати, там тоже Джатиев переговоры он тогда вел с грузинами. Я не знаю, это просто какая-то такая, вот мы сейчас обсудили с тобой, но это страшная история, какая-то безнадежная история, которая вызывает только шок и трепет. Нет, это не безнадежная история, Алик, потому что все-таки спустя 100 лет после геноцида
У нас есть государство в Южной Осетии. Я думаю, это то, чего там Джугели и прочие они не видели даже в своем самом страшном сне. Мы этого добились. И нам просто, рефлексируя по поводу событий 20-х годов и оценивая исторический опыт, опять же, нужно зафиксировать ряд моментов. Во-первых, не нужно никогда, особенно в такие смутные времена, когда идет игра между государствами с большими ресурсами, в которых вот тебя, что называется, могут просто не заметить. Да? То есть вот для нас 5000 убитых осетин – это колоссальная потеря, это геноцид. Да? Но я думаю, что на каком-то уровне партии большевиков на это смотрели как на какой-то малозначительный... Статистическая погрешность. Не более того. У нас другой случай. Мы обладаем тем ресурсом, которым мы обладаем. И когда вот большое государство совершает какие-то ошибки, то обычно у него бывает какой-то люфт для того, чтобы эти ошибки исправить. Они могут, грубо говоря, завалить эту ошибку деньгами, материальным ресурсом. Даже людским ресурсом. Есть государства, которые малочувствительны к людским потерям, потому что население большое. Китай, например, да. Не только Китай, да. А у нас каждый человек важен, каждый человек на счету. И у нас ресурсов для того, чтобы исправлять вот какие-то грубые политические ошибки, у нас этих ресурсов нет. Вот это тоже надо понять. Второй момент. Вот тогда и Джатьев, и Гадьев, и прочие, они не то чтобы они вот были такими наивными романтиками, но они просто, наверное, некорректно, неправильно оценили региональный и глобальный контекст. Происходили вокруг нас события, нужно было за ними внимательно следить и делать какие-то выводы. Вот сейчас Осетия, она включена в региональный и глобальный контекст еще больше, чем тогда, потому что и средства коммуникации, и мир стал как бы более таким сжатым в каком-то плане. И никогда не надо убирать руку с пульса. Вот руку с пульса на какой-то момент, на какое-то время может убрать, опять же, какой-нибудь там большой игрок с большими ресурсами, который это потом все наверстает и возместит. У нас нет таких возможностей, и нам нужно, оставаясь предельно прагматичными и рациональными, следовать своим национальным интересам и понимать, что права на какие-то грубые политические просчеты у нас нет. Вот я ждал, когда ты это скажешь. Дорогие слушатели, ориентируйтесь всегда на свои, только свои интересы. Не верьте большим дядям, которые зовут вас в машинку и пытаются дать вам конфетку. Скорее всего, это педофил. Это правило для маленького ребенка. Для народа действуют такие же правила. Нельзя доверять большим игрокам. Надо, Олег, соотносить свои национальные интересы с интересами больших игроков. И не может быть такого, чтобы твой национальный интерес там не совпал с чьим-то интересом. И уже исходя из этого можно там выстраивать линию и какую-то политику. Тем более... Я еще, знаешь, какой момент заметил? У Остин такая проблема, что Остины многие разрешают, как будто бы они представители какого-то там 100-миллионного народа. Да. Вот они готовы там на край света ехать спасать какой-то мир, но при этом они не готовы заняться своим подъездом. Это очень удивительно. То есть какая-то неадекватность в отношении собственного народа. Мы маленький кавказский народ, нас очень мало. Мы живем на Кавказе, нам нужно выстраивать отношения с соседними народами. У нас довольно сложные отношения с соседними народами. Да? Нам надо их выстраивать, думать, что делать дальше, потому что мы с Кавказа никуда не денемся. Мы не переедем все в Брюссель вдруг. А то многие остины, в разговоре с ними я понимаю, что такое ощущение, что они живут в Брюсселе. Они не понимают, что рядом живут грузины. Они не понимают культуру, историю этого народа. Они не понимают, что рядом живут ингуши. Они не хотят знать историю ислама, исламскую культуру. Они не хотят знать культуру и историю ингушей. Они не понимают, что рядом живут кабардинцы, с которыми у нас вообще там тысячелетняя совместная история, да, взаимных отношений, начиная еще с косогов и зихов.
что надо нам со всеми выстраивать отношения. А почему-то люди ориентируются на больших дядек там в Вашингтоне, в Лондоне и в Москве. Ну, Москва-то, понятно, поближе. На Москву-то хоть как-то ориентироваться можно. Но и когда истинно рассуждают о каких-то там, о том, что вот сейчас Нью-Йорк решает, что будет с Хинвалом, у меня просто какие-то, я удивляюсь. Ну, мы об этом говорили в прошлый раз, Олег. Если ты помнишь, нам нужно изучать Кавказ. Мы плохо знаем Кавказ, и это очень опасный в перспективе пробел. И нам нужно знать всех, нам нужно общаться со всеми, нам нужно владеть, что называется, информацией по периметру. Особенно это касается, скажем так, регионов, областей, ну, с которыми у нас какие-то сложные отношения. А возвращаясь вот к нашей теме, опять же, всякий опыт – это опыт. Конечно, каждый бы из нас, там, и я, и ты, я думаю, любой астим бы отдал все, чтобы этого геноцида не было. Но поскольку он был, он представляет трагический, но при этом бесценный опыт. И вот опасность пренебрежения этого опыта, она как раз в том и состоит, что опыт должен обучать. Опыт должен тебя ставить вот на ступеньку, на 2 ступеньки выше. И такая трагедия, она, конечно, должна нас поставить на ступеньку, на 2 ступеньки выше. Если мы ее правильно отрефлексируем, если мы найдем геноциду вот в нашем политическом, общественном дискурсе то место, которое он должен занимать. Ну, иначе просто с нами повторится трагедия. Ну, иначе это получается, знаешь, вот есть в природе такой пример. Бывают там насекомые, которые утром рождаются, и к вечеру они уже умирают, там, или через неделю умирают, и они там не успевают даже понять, что происходит. В чем тогда смысл? В чем тогда был смысл вот действий всех этих людей? И нам постепенно, это в последние годы, к счастью, происходит, нам нужно геноцид вводить в осетинский дискурс и рассматривать его в правильном контексте. Да, это была трагедия, но это было и поражение тоже. Кстати, многие психологи говорят, что личная трагедия – это может быть точкой опоры для будущих свершений. Ну, соответственно, если рассматривать народ как коллективную личность, что любили делать немецкие романтики, то и национальная трагедия, она в этом плане важна. Вот французский исследователь нации Ренан, он вот как раз и подчеркивал, что вот в деле строительства нации, в деле национального строительства какие-то трагедии, неудачи, они играют даже большую роль, чем успехи, потому что вот трагедия или какой-то провал, проигрыш, он так или иначе мобилизует. И нас геноцид, он должен мобилизовать там, на поколение вперед. Ну, на этой позитивной ноте мы закончим далеко не самый позитивный наш подкаст. С нами был Сослан Джусоев. Это не последний наш совместный подкаст, поэтому подписывайтесь, пишите свои комментарии, пишите свои размышления. Всегда с большим интересом мы их читаем. Ну, а мы поделимся под этим подкастом ссылки на интересные материалы, которые так или иначе связаны с этой темой. Всего хорошего. Спасибо, всего доброго.